Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Приносим извинения за задержку. А, О текущей ситуации по Кыргызстану, по эпидемиологическую ситуацию, а также актуальные вопросы ответят нам сегодняшние спикеры, а именно начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Ахматова Айнура Бектурганна, а также исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Ибраева Нургуль Сапаркуловна. Айнура Бектургановна, вам слово. Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Как нам всем известно, вчера, 4 октября 2020 года, прошли выборы в парламент Кыргызской республики, и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан Кыргызской республики в период проведения выборов Министерством здравоохранения ранее был разработан алгоритм, который был согласован Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов в Кыргызской республике. Данный алгоритм был доведен до сведения всех избирательных участков, и все избирательные участки были обеспечены со стороны Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов необходимыми изделиями медицинского назначения, то есть защитными изделиями. Это маски, перчатки, защитные экраны, о чем вы могли видеть и пользоваться при голосовании на своих избирательных участках. Также заранее были предоставлены в избирательные комиссии списки тяжелых больных и списки пациентов, которые находились на стационарном лечении за 3 дня до выборов. Во всех стационарных учреждениях были предусмотрены резервные койки для экстренной госпитализации пострадавших и больных для оказания квалифицированной медицинской помощи на случай их обращения. Также был создан неснижаемый запас медикаментов, перевязочного материала, антисептиков и дезинфицирующих средств на случай поступления и обращения граждан во время проведения выборов. Необходимо отметить, что все избирательные участки также были обеспечены и санитайзерами, и также были обеспечены информационными стендами о соблюдении санитарно-эпидемиологических правил в части соблюдения социального дистанцирования, обработки рук, использования перчаток. И перед входом на избирательные участки проводилось измерение температуры тела граждан, которые приходили на голосование. На 4 октября 2020 года граждан с повышенной температурой и с признаками вирусной инфекции, коронавирусной инфекции не было зарегистрировано. До того времени, также до 4 октября, до проведения выборов, как вам всем известно, проводились проверки на избирательных участках на предмет соблюдения и на предмет готовности к проведению выборов и на предмет обеспеченности средствами защиты. Центрами профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения было проверено 1747 избирательных участков. Были проведены рейдовые проверки по территории населенных мест с целью выявления массового скопления людей более 50 человек при проведении перед выборами, а также проведении агитации. Также, несмотря на то, что выборы уже состоялись,
Необходимо, в порядке информации хотелось бы сообщить, что Центрами профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики были вынесены протоколы о санитарных правонарушениях, из которых 22 протокола о санитарных правонарушениях, из которых на 12 вынесено постановление о наложении штрафа и 10 предупреждений о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований во время выборов. И 4 материала были переданы в территориальное управление внутренних дел для принятия мер согласно статьи 127 Кодекса о проступках. И также были обращения со стороны граждан, о которых остановится Нургуль Сапаркуловна. Но эти обращения не были связаны с коронавирусной инфекцией. Спасибо. Нургуль Сапаркуловна, вам слово. Добрый день, уважаемые соотечественники, телезрители, радиослушатели. Как уже Айнура Бектургановна отметила, в день выборов в работу всех избирательных участков всего было по республике привлечено 5728 медицинских работников, которые на избирательных участках проводили термометрию у лиц, пришедших на голосование. Также каждый избирательный участок был обеспечен бригадами скорой помощи. И за вчерашний день, в день выборов, на скорую помощь по городу Бишкек было всего 3 обращения. Это с избирательного участка в средней школе номер 47 был госпитализирован пациент 74 лет с острым нарушением мозгового кровообращения. Также на место избирательного участка были вызваны 2 бригады скорой помощи. Это по ситуационному неврозу к молодой женщине, которой оказана помощь на месте, госпитализации не было. И участок номер 1128 в средней школе номер 20 также была вызвана бригада скорой помощи женщине 60 лет, у которой отмечалась нестабильная стенокардия. В городе Балыкчы также был 1 вызов скорой медицинской помощи, тоже к женщине с гипертонической болезнью, у которой наблюдался гипертонический криз, и она госпитализирована в территориальную больницу города Балыкчы. По другим областям вызовов скорой помощи не было. Также необходимо отметить, что у нас более 400 врачей и медицинских сестер работали в красных зонах, которые в силу специфики их работы, в силу того, что они соблюдают санитарно-эпидемиологический режим, к голосованию не были привлечены. У меня все. Спасибо. И один уточняющий вопрос. Айнура Бектургановна, расскажите об алгоритме возобновления учебного процесса для 2-6 классов и все ли школы начнут учебу в традиционном режиме с завтрашнего дня? Прежде чем рассказать и остановиться на алгоритмах действий по соблюдению санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил по недопущению распространения коронавирусной инфекции в работе общеобразовательных организаций, хотелось бы остановиться на том, что сегодня, на 5 октября 2020 года, новых лабораторных клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев зарегистрировано 207. На 4 октября 2020 года было зарегистрировано 244 новых случая. И как мы с вами замечаем и как мы с вами видим, по сравнению с началом сентября месяца количество новых случаев в нашей республике с каждым днем увеличивается. Мы с вами отмечаем рост и количество случаев в южном регионе и особенно в Баткенской области. И на сегодня 207 случаев также должны вызывать нашу озабоченность не только Министерства здравоохранения, но и всего
нашего населения, для того, чтобы мы еще раз обратились к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований, которые были разработаны и рекомендуются Министерством здравоохранения в части социального дистанцирования, ношения масок и постоянно избегать массового скопления людей. Основное правило, основное требование – это избегать массового скопления людей. Почему? Потому что это воздушная, капельная, аэрозольная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. И при нахождении в помещении, где есть большое количество людей, оно сохраняется в воздухе данного помещения, и люди, находящиеся в этом помещении, в течение 1, 2, 3, 4, 5 и более часов обязательно могут быть подвержены этой коронавирусной инфекции. Но, как мы с вами знаем, и как мы с вами, Министерство здравоохранения, об этом говорим, с наступлением осенне-зимнего периода отмечается рост новых случаев и не только коронавирусной инфекции, но гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций, о чем мы не должны забывать. И, конечно же, когда мы говорим о соблюдении элементарных санитарно-эпидемиологических требований для защиты здоровья, собственного здоровья, здоровья своей семьи и наших граждан, мы имеем в виду и здоровье наших детей. Да, действительно, Министерством образования Кыргызской Республики поднимался вопрос о возобновлении учебной деятельности в образовательных организациях нашей страны, который был вынесен на рассмотрение республиканского штаба, и Министерством здравоохранения был определен необходимый перечень требований. И этот перечень требований при организации образовательного процесса разработан для первых 6 классов общеобразовательных организаций, которые начало учебной деятельности, для которых планируется. И, конечно же, здесь основными требованиями является возобновление деятельности организации по всей республике. При разрешении на открытие общеобразовательной организации осуществляется на основании заключения территориальных центров профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Также одним из основных требований является, если образовательный процесс будет проходить с общим охватом до 200 детей, образовательный процесс будет осуществляться в обычном режиме согласно расписанию учебного плана. Если учебный процесс планируется до 350 детей, то он осуществляется согласно гибкого графика расписания и учебного плана. То есть, что здесь подразумевается? Это введение разного времени начала уроков, разные перемены. Ну, например, скажем, для 1-2 классов это начало занятий в 8 часов, для 3-4 классов 8 часов 30 минут и так далее. Таким образом был составлен график учебной деятельности. Если образовательный процесс планируется проводить с общим охватом до 500 детей, то он должен проходить согласно четко установленного графика расписания и учебного плана. Это введение сменности обучения. То есть 1, 2, 3 классы должны обучаться в первую смену, а 4, 5, 6 классы должны обучаться во вторую смену. Если учебный процесс планируется проводить с общим охватом от 500 детей и выше, то учебный процесс в алгоритме заложено осуществлять с введением сменности обучения. Например, 1, 2, 3 классы в первую смену, 4, 5, 6 классы во вторую смену и с обязательным интервалом
не менее 2 часов для проведения дезинфекционных работ. Отмена кабинетной системы также предполагается в этих случаях. Это расположение учащихся параллельных классов соответственно имеющейся материально-технической базе. То есть это можно будет осуществлять в отдельных корпусах, на разных этажах. И во всех этих случаях, конечно же, так как дети с первых начальных классов должны питаться, то обязательно введение сменности при посещении столовой. Ну и с учетом климатических условий Министерство здравоохранения также рекомендовало проводить предметы как родиноведение, основу безопасности жизнедеятельности на свежем воздухе. В общеобразовательных организациях, в которых отсутствуют условия для организации образовательного процесса в соответствии с нормами, рекомендуемыми Министерством здравоохранения, то была дана рекомендация установить формат обучения в реальном времени и дистанционном формате. То есть в реальном времени это по предметам физико-математического и естественно-научного направления, и в дистанционной форме обучения по предметам гуманитарного направления. Также, кроме этого, как и ранее во всех алгоритмах мы рекомендуем, должны быть организованы входные фильтры как для учителей и сотрудников образовательных организаций, так и для учащихся у входа. Обязательно все эти данные после проведения термометрии должны записываться в специально заведенные журналы, и в случае выявления сотрудников температуры и других симптомов они отстраняются от работы, не допускаются на работу. Точно так же и дети, у которых имеются симптомы температуры или кашель, насморк, незамедлительно сообщаются родителям и направляются домой. Ну и, конечно же, установлены определенные требования к зданию и помещению в части проведения дезинфекции, в части проведения инструктажа об усилении режима дезинфекции. Для столовых разработаны определенные санитарно-гигиенические требования, которые, конечно, также преследуют цели минимизации распространения коронавирусной инфекции. Также разработаны требования к прилегающей территории. Требования к прилегающей территории в обязательном порядке также имеет место дезинфекция зданий и сооружений, расположенных на территории образовательных организаций. Дезинфекции и содержанию в надлежащем санитарно-эпидемиологическом порядке требуют детские игровые площадки, скамейки, беседки, урны, дверные ручки образовательных организаций. И рекомендуется проводить эту дезинфекцию, конечно, методом орошения с соблюдением всех концентраций, которые не оказывают влияния на здоровье, в первую очередь, детей, которые находятся в этих образовательных организациях, и на здоровье учителей и сотрудников этих организаций. В этих алгоритмах также имеет место требования по соблюдению личной гигиены сотрудниками и учениками данных учебных организаций. То есть это ежедневный контроль за состоянием здоровья учеников и работников учреждения, установка санитайзеров в классных кабинетах и при входе в учебные кабинеты, постоянное наличие спрея антисептиков для обработки рук на столе у учителей и обеспечение максимальным количеством мест для мытья рук. Ну и, конечно же, это проведение инструктажа среди учеников, постоянного ежедневного инструктажа среди учеников и учителей этих образовательных организаций. И также
необходимо отметить об одном очень важном требовании, санитарно-эпидемиологическом требовании, предъявляемом к образовательным организациям, это обеспечение соблюдения температурного режима в осенне-зимний период. То есть об этом этот вопрос обсуждался, и если температурный режим в осенне-зимний период не соблюдается, то территориальные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора имеют право не согласовывать начало работы той или иной образовательной организации. Также по этим вопросам ответственность была возложена республиканским штабом и на органы местного самоуправления для того, чтобы они совместно с представителями территориальных центров Госсанэпиднадзора и с центрами образования регулировали эти вопросы. Ну и по соблюдению дистанции также даны отдельным блоком специальные требования, что в этих организациях образования нельзя допускать скопления детей, учителей, организации различных массовых мероприятий также среди учеников на территории этих школ, культурно-массовых, зрелищных, да, и ограничить посещение этих образовательных организаций. И поэтому очень много в последнее время со стороны родителей задается вопросов, да, почему началось обучение, в связи с чем это связано, нужно ли это, не нужно ли это. Но мы хотим сказать, что при соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических требований для первых-шестых классов, для которых будет возобновляться учебный процесс, данные вышеперечисленные мною алгоритмы обязательно, и я думаю, они будут способствовать предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди школьников. А для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции не допустить среди наших детей, взрослые люди также не должны забывать и не должны пренебрегать теми элементарными санитарно-гигиеническими требованиями, о которых говорит не только Министерство здравоохранения Кыргызской Республики, но и Всемирная организация здравоохранения и все министерства здравоохранения всех стран мира. Еще раз повторюсь, это социальное дистанцирование, ношение масок и самое главное, мы с вами должны избегать мест массового скопления людей. Потому что сегодня это не только коронавирусная инфекция, а с наступлением осенне-зимнего периода это грипп и острые респираторные инфекции. Поэтому, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, прошу вас еще раз обратить внимание на эти моменты. Спасибо, уважаемые телезрители, радиослушатели. На этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану, а также об актуальных вопросах. Вас проинформировали начальник управления общественного здравоохранения Акматова Айнура Бектургановна и исполняющая обязанности начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Ибраева Нургуль Сапаркуловна. Спасибо за внимание.